Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области в программе «Уралым». У 90% башкирских детей Челябинской области появится возможность изучать башкирский язык. Владеет родным языком 90 645 человек. В Челябинске прошла военно-историческая реконструкция Бородинского сражения. На Южном Урале впервые появится Национальный детский театр. В Министерстве образования Челябинской области прошла видеоконференция, посвященная изучению башкирского языка в школах Челябинской области. В режиме онлайн к совещанию подключались специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования из 39 муниципалитетов области. Напомню, что сегодня закон об образовании, собственно, говорит нам следующее, если переводить. Кто бы, в каком бы состоянии здоровья, с какими бы потребностями не пришел в нашу школу, мы, как оказывающие образовательные услуги, обязаны предоставить весь спектр этих услуг. И если сегодня есть потребность в изучении башкирского языка, значит, мы эту потребность должны осуществить. Напоминаем, по инициативе регионального постпредства Башкортостана и областного башкирского Курултая вопрос об изучении башкирского языка как предмета в школах Челябинской области поднимался еще в 2017 году. Данное предложение было озвучено губернатору региона Борису Дубровскому и нашло поддержку. В заседании Совета по реализации государственной национальной политики при губернаторе Челябинской области Борис Александрович заявил, что если даже один ребенок изъявит желание изучать башкирский язык, мы должны предоставить ему эту возможность, создавая все условия. На территории Челябинской области проживает 161 668 башкир. Это самое большое количество башкир, проживающих за пределами Республики Башкортостан. И из них, из вот этого количества башкир, знают свой родной язык, то есть владеет родным языком 90 645 человек. На совещании Амур Хабибуллин привел статистику, опираясь на данные всероссийской переписи 2010 года, где в процентном соотношении всего лишь 10 детей, около 3000 человек, на сегодняшний день имеет возможность изучать башкирский язык, а число детей, которые могут изучать башкирский язык, насчитывается примерно 32 400 человек. В основном они проживают в 26 районах и городах Челябинской области. Также в выступлении регионального постпредства были приведены положительные примеры по изучению башкирского языка представителями других наций. Так, владеющих башкирским языком русских насчитывается 1674, украинцев 44, татар 4489, казахов 364. Представителям Башкортостана были озвучены возможности, которые предоставляет республика для детей, владеющих башкирским языком. Если поступают на башкирскую филологию, ребенок параллельно того, что он будет изучать башкирский язык, да, то есть он будет считаться преподавателем башкирского языка, то он может быть, получить вторую специальность. Со знанием башкирского языка будет поступать на бюджет по изучению, по специальностям, где изучают иностранные языки. Ну, как бы одно из главных, конечно, будет башкирский язык. В завершении конференции Елена Тюрина обратилась к коллегам из муниципалитетов с просьбой помочь в проинформировании детей и родителей о возможности изучения башкирского языка. В Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-1814 годов из Челябинской области участвовало 9 башкирских полков. Ученый Рамиль Рахимов приводит интересный факт, где отражены главные аргументы успеха башкирского воина – это дисциплинированность и крепкая вера. Участники исторической реконструкции одной из основных битв против Наполеона попытались донести до горожан дух того времени. В этот день в центре города разбили военный лагерь. Помимо демонстрации храбрости и боевых навыков воина, здесь была театрализованная и повседневная жизнь бойца. Танцы под курай, беседы, готовка еды. Сопровождали воинов и жены, как в далеком 1812 году. О храбрости башкирских девушек ходят легенды. Они не только занимались хозяйственными работами и оказанием медицинской помощи, но и могли с легкостью вскочить на лошадь и оказать сопротивление врагу. С этой ролью прекрасно справились и наши современницы, участницы клуба «Аулак Ой» и активистки Союза башкирской молодежи Челябинской области.
области. Память об этой войне жива в сердцах людей. В честь подвигов воинов возведены памятники, стелы. В Челябинске памятник воинам Отечественной войны 1812 года расположен на одном из почетных мест города, рядом с резиденцией губернатора. Ежегодно почтить память воинов, призванных с территории Южного Урала, приходят школьники и ветераны. В Вольском районе отметили 110-летие Аминевской мечети. История Аминевской мечети уходит своими корнями в далекое прошлое. После большого пожара, в результате которого мечеть сгорела до основания, был заложен фундамент под новое здание. Так, в 1908 году началось возрождение главного религиозного и культурного центра мусульман. Таких мечетей у нас по Челябинской области на пальцах можем сосчитать, как говорится. Это в городе Троицке, в Челябинске, в Карабалке, в Кунашарском районе, в городе Пласт. И вот одна мечеть, которая здесь 110 лет. В 20-е годы мечеть была закрыта по приказу властей. В то время религия была под большим запретом. Но, несмотря на это, жители оставались верны своей вере. Они собирались в частных домах, чтобы совершить традиционные обряды, прочитать молитвы. В этом доме родилась я, в этом доме жили мои родители, наша семья. Семья была большая, у нас было 6 человек. Когда религия была под запретом, наши односельчане стали собирать в частных домах. И вот почему-то они убрали наш дом, наверное, потому что наши родители очень были глубоко верующие люди, и наши бабушки, и дедушки. Ну, собиралось, наверное, больше 50, полсотни. Сколько вмещал дом, еще целый день могли люди идти. У меня есть внук Дмитренко Станислав Алексеевич. И он сильно заболел. У него диагноз был задержка мочи. И как-то в один ясный день он попросил, говорит, я хочу перейти на ислам, хочу молиться. Я сегодня видел сон, что я должен молиться. Он был крещенный, отец украинец. Но мы спросили разрешения у отца, у родителей отца и решили его перевести в ислам. Далее позвали имама Газизова Динариса Варисовича. Он прочитал молитву и дали ему новое имя Саид. И с тех пор он посещает намазы, сам молится в меру. И состояние его намного улучшилось. Спустя много десятилетий над Аминевской мечетью вновь вознесся минарет. Начиная с 2016 года при активном участии имама Динариса Газизова, районной власти, а также при поддержке депутата Госдумы Андрея Барышева, здесь были проведены большие работы по благоустройству, установлены новые двери, сделан ремонт в помещениях. И сегодня мечеть гостеприимно открывает двери для всех верующих, оставаясь центром религии ислама, богатой историей и культурой мусульман. Житель Аргайша написал книгу о народном губернаторе. Идея об издании книги возникла у Рашида Хакимова еще в 90-е годы. Автору пришлось немало потрудиться. Он собрал документы, фотографии, материалы СМИ, архивные источники, научные публикации. Книга получилась с хорошей доказательной базой, но пронзительная и душевная, как сам народный губернатор. Второй глава Челябинской области, проведший на посту 14 лет, до сих пор остается образцом чиновника для многих госслужащих. Все, кто работал с Петром Суминым, отмечают его умение организовать работу целого коллектива, теплое отношение к каждому сотруднику, простоту и трудолюбие. Более 40 лет с ним знаком. Вместе мы работали на комсомоле, затем в органах советов депутатов, затем на административной работе. И этот человек очень интересен сам по себе. Первое, что его характеризует, душевная простота и внимание к людям. Это было отмечено давно, еще когда он начинал работать на заводе. Сложно быть душевным губернатором, ведь это серьезная, ответственная работа. Но Петр Иванович сохранил это качество, хотя, к сожалению, есть и другие примеры, когда человек поднимается по ступенькам власти, и эта душевность атрофируется, отмечает автор книги Рашид Хакимов. Хорошо понимал башкир. Почему? Я вот вижу объяснение этого. Он же работал подручным столевара у Хабира Самохужина. Это наш башкирский парень. И он в 1945 году из голодной буквально башкирской колхозной деревни пришел из деревни Абдырова на большой завод, выучился, стал работать столеваром. И в 1958 году получил звание Героя социалистического труда. Это самый молодой герой труда, металлург. В Советском Союзе тогда был. Книга «Человек во власти» или «Три дома» Петра Сумина вышла тиражом в 1000 экземпляров. Презентация состоялась в публичной библиотеке Челябинска.
Артистка продюсерской студии «Йондос» Адиля Акилова является яркой представительницей челябинской башкирской эстрады. Она радует южноуральцев новыми песнями и клипами. У певицы немалое количество фанатов, она общается с ними с большим удовольствием. На днях юная звезда отправилась в Кунашак на встречу с поклонницей своего таланта Гузель Залалетдиновой. Зная, что есть такие люди, которые ценят мое творчество, которым нравится мое творчество, мне это придает очень много сил. У меня появляется вдохновение, и мне хочется творить и творить. Гузель, как и многие ее сверстницы, влюблена в эстраду. Она активно следит за новостями об артистах. Ей по душе и национальная эстрада, которая с каждым годом становится все популярнее. К приезду своего кумира она подготовилась основательно, хотя признается, что не ожидала, что Адиля посетит ее дом. Я слушаю ее песни, и мне нравятся ее песни. То есть получается тем, что как бы все понятно, описано там, аж охота их выучить. Гузель знает наизусть все песни в исполнении Адили Киловой. В этот день ей посчастливилось их спеть вместе со своим кумиром. Тебя терять не хочу, любовь тебе подарю. Впервые в Челябинске откроется детский национальный театр. Получатель гранта президента России, лауреат международных всероссийских областных конкурсов и фестивалей детская студия «Афарин» объявляет набор детей от 5 до 12 лет в Национальный детский театр. Студия с момента возникновения с 2012 года обучает детей вокалу, танцам, ораторскому мастерству. Участники «Афарин» выступают на городских и областных мероприятиях. Они и раньше в какой-то степени были причастны к театральному искусству. Педагоги по театральному искусству уверяют, что они не ставят цели подготовить из всех участников театра профессиональных артистов, но польза театрального мастерства в развитии ребенка неоценима. Выступление на сцене помогает избавиться от психологического зажима, преодолеть страх перед публикой. Ребенок приобретает харизматичность, артистизм, знакомится с окружающим миром при помощи творческих образов. 24 сентября состоится матч между хоккейным клубом «Салават Юлаев» и «Трактор». Не пропустите. Открытие сезона башкирских вечеринок, насыщенная программа, сочный микс звезд Йондос с зарубежными хитами, конкурсы и призы. Добро пожаловать на Йондос Студент Пати. Ошының менән тапшырыубыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем.